Селям алейкум, хайрлах шамлар. Приветствую в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 3 часа в этой студии с нашими гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим самые основные новости временно оккупированного Крыма. И не только обсудим новости, которые появились в международной информационной повестке дня. И традиционно начнем наш эфир с новостей из временно оккупированного Крыма, о которых готов нам рассказать наш журналист Роман Спиридонов. Прямо из Ньюсрума он с нами сейчас на прямой связи. Рома, привет! О чем планируете говорить в вечерних выпусках «Заман»? Ага, нет с нами еще. Да, нет у нас, к сожалению, Рома. Пока что на связи. Мы попробуем с ним еще раз связаться. А я перейду к новостям, которые появились в сегодняшней информационной повестке в рамках заседания Комитета парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам равенства и недискриминации состоялись слушания по ситуации с нарушением прав крымских татар. На слушаниях приняли участие крымские татары, в частности, председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров, а также первый его заместитель Нариман Джилял, прямо из Крыма, как сообщается сегодня. Роман к нам присоединился. Рома, привет, мы тебя слушаем. Рассказывай, какие у тебя новости. Еще раз привет, Гульсум. Да, мы будем говорить о таких темах. О преследованиях крымских татар в оккупированном Крыму говорили в парламентской ассамблее Совета Европы. Там состоялось онлайн-заседание Комитета по вопросам равенства и дискриминации. Участие в нем приняли украинский омбудсмен Людмила Денисова, председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров, его первый заместитель Нариман Джилял. Оккупанты хотели привлечь к дискуссии коллаборантов из числа крымских татар, чтобы они рассказали, как им прекрасно живется в оккупированном Крыму, но комитет решил не давать им слова. Россию представляла омбудсмен Татьяна Москалькова. И вот подробнее о том, о чем шла речь на заседании этого комитета, в наших выпусках смотрите, не пропустите. Будет интересно, уверяю. В так называемом суде оккупированного Армянска во второй раз не явился ни один из свидетелей обвинения по делу против национального лидера крымско-татарского народа Мустафы Джемилева. Так называемая судья сообщила, что из 9 свидетелей 3 проигнорировали повестку. В отношении 2 оккупационное управление ФСБ сообщило, что эти люди уже не работают в организации, где они сейчас, неизвестно. 2 телефонограммы попросили допросить их по телефону, а один из военнослужащих, который участвовал в событиях, которые инкриминируют Мустафе Джемилеву, обратился в суд с просьбой его не допрашивать, поскольку у него коронавирус. Я напомню, что оккупанты судят Мустафу Джемилева заочно. Дело в так называемый суд передали без уведомления обвиняемого адвоката и обвиняют его в незаконном пересечении российской границы. Речь идет о попытке национального лидера крымских татар попасть в Крым из Херсонской области в мае 2014 года. Первое заседание по этому делу состоялось еще 23 июля, и сторона обвинения туда приглашает своих свидетелей, которые на практике отказываются от показаний, которые они давали во время следствия, и на суде этом рассказывают, что не видели в действиях Мустафы Джемилева никаких нарушений закона, да и вообще не видели как таковой границы, поскольку ее нет по факту, и это внутренняя админграница в территории Украины, но и как бы признаков российской границы там они даже не замечали. Европейский Союз назвал насильственной интеграцией призыв крымчан в российскую армию. Это часть продолжающихся усилий по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины с дальнейшими попытками насильственной интеграции незаконно аннексированных Крыма и Севастополя в состав России. Это является нарушением международного гуманитарного права, и Российская Федерация связана международным правом и обязана обеспечивать защиту прав человека на полуострове. Это из заявления представителей Европейского Союза. Там начался незаконный призыв крымчан в оккупационную армию, и во время осенней кампании оккупанты планируют призвать более 2000 жителей оккупированного полуострова. Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны? Вот так
с таким вопросом, обращаясь на «ты» гражданам Украины, президент Украины Владимир Зеленский озвучил второй вопрос всенародного опроса. После того, как Зеленский его огласил, в офисе президента разъяснили, что имеется в виду. Как людям сориентироваться, отвечая на вопрос, нужна им экономическая зона на Донбассе свободная или не нужна. В офисе объяснили, что речь идет о подконтрольной территории, о создании экономических условий для развития региона. И у гаранта уверены, что это поможет ускорить возвращение оккупированных территорий и их реинтеграцию. Я напомню, что во вторник Владимир Зеленский анонсировал проведение в день местных выборов 25 октября всенародный опрос, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Вот второй вопрос мы уже услышали. Первый вопрос стал известен вчера. Президента интересует, нужно ли вводить пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах. А сегодня стали известны все вопросы, которые интересуют Зеленского. Их в комментарии «Новому времени» озвучил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. И звучат они так. Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300? Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях для уменьшения боли у тяжелобольных? И поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности? Вот на эти вопросы, если эта информация подтвердится, придется отвечать украинцам 25 октября. Как им разобраться в этой ситуации, как им нужно понять, что ответить даже на последний вопрос без какой-то особой подготовки, но в офисе президента не уточняли. Правда, как добавил Михаил Подоляк, по 5-му вопросу еще продолжаются обсуждения, и там в самом офисе президента отметили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь никаких прямых юридических последствий. Будем говорить и о ситуации в Крыму, обсудим там ситуацию с коронавирусом. Оттуда приходит самая тревожная информация о переполненных больницах, об отказах в госпитализации, о попытках занизить статистику, о том, что люди с пневмониями лежат дома, и если они умирают, то им в свидетельстве о смерти указывают сопутствующее заболевание. Будем говорить и о ситуации с водой. Появились кадры, новые кадры обмелевших водохранилищ. Вот, например, об одном из них мы расскажем в нашем сюжете. Это межводное водохранилище, которое наливалось водой из Северо-Крымского канала, как оно выглядит сейчас и сколько там осталось воды. Расскажем о том, как оккупанты распоряжаются не своей собственностью на полуострове. В частности, речь пойдет о продаже государственного предприятия «Массандра». Его спустят с молотка, чтобы пополнить оккупационный бюджет, несмотря на триллионные вливания российских рублей в Крым. И будем говорить об учениях. Оккупанты учились на кораблях сбивать вражеские самолеты. Как это было? Мы обо всем этом сегодня расскажем в наших выпусках 19:00 на украинском языке и в 21:00 на крымско-татарском. Гульсум. Есть Роман Спиридонов прямо из Ньюзрума, который рассказал о самых актуальных новостях, о том, о чем будут говорить в вечерних выпусках «Заман». Смотрите, не пропустите в 19:00 на украинском языке с Урьянией Сейтумеровой и в 21:00 на крымско-татарском языке с Шевкетом Наматулаевым. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что на студии работают телефоны. На экраны ваших телевизоров режиссера периодически выводят номер телефона. Вот сейчас вы видите их. +38 073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу или можете присоединяться к нашему эфиру, используя программу Skype atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Ну а мы начнем с нашими гостями обсуждать все эти новости, и не только, которые выше упомянул наш журналист Роман Спиридонов. И начнем с парламентской ассамблеи Совета Европы. Там, как стало известно,
в рамках заседания комитета ПАСЕ по вопросам равенства и недискриминации состоялись слушания по ситуации с нарушением прав крымских татар на территории временно оккупированного Крыма. На слушаниях также приняли участие крымские татары, а именно председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров и его заместители с временно оккупированного Крыма Нариман Джилял. Как мне подсказывают наши редактора, с нами сейчас связался Рифат Чубаров, председатель Меджлиса. Рифат ага, ассаляму алейкум. Алейкум салям. Рифат ага, расскажите нам подробнее, как прошло сегодня заседание комитета парламентской ассамблеи. Оно, к сожалению, было в закрытом режиме, поэтому вот вся информация, которая у вас есть, мы готовы ее выслушать. Да, оно было не столько в закрытом, но не в публичном режиме. Я был уверен, что будет трансляция, и как-то не позаботился заранее, чтобы хотя бы собственное выступление записать. Но ничего страшного, главное, сделали дело. Заседание готовилось несколько недель. На этом заседании комитета по вопросам равенства и недискриминации был презентован доклад госпожи Сунна, я думаю, что я не ошибаюсь, Тортилдур ее фамилия. Она автор доклада о положении крымских татар. В обсуждении принимали участие народные депутаты, входящие разные национальные делегации, в том числе народные депутаты Украины, я хотел сказать, а также парламентарии различных других стран. Я не скажу, что было очень много выступлений. Выступили госпожа Денисова, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, первый заместитель председателя Меджлиса крымского народа Нариман Джилял. Я выступил тоже в качестве спикера. Нам всем было предоставлено по 10 минут. И, разумеется, со стороны Российской Федерации выступила уполномоченная по правам человека госпожа Москалькова. А вот интересно, говорили, что Российская Федерация будет пытаться привлечь в этот комитет коллаборантов, в том числе Тейфука Гафарова, Эрвина Мусаева и еще ряд предателей. Не получилось у них это сделать? Не допустили их туда? Но дело в том, что да, в самом начале своего выступления, я не помню, представитель Российской Федерации, может, это и была Москалькова, заявила о том, что они очень сожалеют и выражают недоумение, почему из Крыма не включаются, как они выразились, люди, которые живут в Крыму, пользуются там каким-то, с их точки зрения, заслуженным авторитетом, что они на первом этапе предлагали кандидатуры и Эрвина Мусаева, и Чингиза Якубова, поскольку они были отведены, то потом предложили на втором этапе кандидатуры Линтары Халиловой и Тейфуха Гафарова, но вот их тоже почему-то не включили, как говорит представитель России, для обсуждения. Но председатель комитета, она, в общем-то, аргументированно пояснила свою позицию и сказала, что с их точки зрения достаточно представителей, которые могут дать объективную информацию, а дальше уже в выступлениях, особенно докладчик, сказала о том, что, вы же знаете, мы имеем дело с Меджлисом крымско-татарского народа, который избирался самими крымскими татарами, и он признан и Украиной, и другими сторонами в качестве высшего представительного органа крымских татар, и поэтому мы с ними и будем говорить. Но это можно расценивать как успех, то, что коллаборантов не допустили, потому что до этого мы видели, в том числе и в парламентской ассамблее Совета Европы, и на некоторых заседаниях ОБСЕ им удавалось туда все-таки допустить этих людей.
Я бы не аргументировал тут такими категориями, как успех или еще что-то подобное. Слушайте, это одно из таких тяжких с точки зрения обсуждения заседаний на одной из международных площадок. В данном случае это заседание комитета одного из комитетов парламентской ассамблеи Совета Европы, тяжких, потому что, как правило, российские спикеры просто обрушивают на своих слушателей абсолютную ложь, неправду. И я, комментируя выступление Москальковой, Мгм. был вынужден заметить, что я меньше всего буду дискутировать с ее утверждениями, ограничусь лишь только одним замечанием. В ее выступлении не было ни одного слова правды. И поэтому, еще раз сказал я, мы предлагаем как можно быстрее создать возможности для приезда в Крым представителей правозащитных институтов Совета Европы, включая комиссара Совета Европы по правам человека, чтобы они могли непосредственно в Крыму встречаться с людьми и сделать объективную оценку того, что происходит в Крыму. Как вы считаете, какова вероятность того, что Мишель Бачелету удастся попасть на территорию временно оккупированного Крыма и дать объективную оценку тому, что там происходит с правами человека? Но вот в этом случае Москалькова посчитала для себя возможным поддержать мое предложение, но она же до конца не договорила, и поэтому мне в ответной реплике пришлось сказать о том, что, разумеется, мы будем настаивать на визите в Крым представителей правозащитных организаций, включая и комиссара по правам человека. И этот визит может состояться исключительно и в соответствии с законами украинского государства. И тут, конечно, госпожа Москальскова потускнела, потому что они думают о том, что смогут каким-то образом привести в Крым европейских политиков через Москву, через МИД России. Разумеется, такое просто не то, что невозможно, оно никогда и не состоится. Как реагировали западные партнеры? Мне очень понравились вопросы, которые задавались и докладчику, и нам, и представителю Российской Федерации. В частности, очень был такой конкретный вопрос представителя национальной делегации ПАРЕ Латвии Бориса Целевича, который очень четко попросил пояснить Москалькову, почему Российская Федерация запретила меджлис крымско-татарского народа, запретила въезд лидерам меджлиса на свою землю, домой, в Крым. И Москалькова ничего не нашла лучшего, как просто пропустить этот вопрос как бы мимо своих ушей, извините. Она начала отвечать с того, что вот при главе Республики Крым, это я ее цитирую, создан Совет представителей крымско-татарского народа, который сам глава и возглавляет, и вот этот совет, он в состоянии решать все проблемы крымских татар. Мне очень понравился вопрос госпожи Сена Челик. Сена Диен Исимне Бриндисе Пердуян, но я впервые слышу имя такое Сена, но она представитель турецкой делегации. И, может быть, я неправильно записал, извините. Сена, есть такое имя, да, турецкое. Сена. И она спросила, чем, на наш взгляд, могут помочь крымским татарам парламентарии разных стран.
Я тогда коротко рассказал о нашей международной акции «Мир против насильства и оккупации. Марш достоинства», и сказал, что мы ожидаем, что парламентарии разных стран вместе с членами Меджлиса, народными депутатами Украины, тогда, когда это будет возможно, будут совершать переход с территории материковой Украины на территорию временно оккупированного Крыма. То есть Меджлис от идеи марша не отказывается? Более того, мы работаем с представителями различных парламентов для того, чтобы эта идея находила у них взаимопонимание. Мы не можем отказаться не потому, что мы такие, извините, вредные, а потому что практически все международные организации сейчас находятся в определенном таком кризисном состоянии. Я сегодня об этом говорил в своем выступлении. Я привел примеры, когда Россия не выполнила ни один из пунктов всех резолюций, которые принимались Советом Европы за эти 6,5 года, и при этом добавил, что Россия также не выполнила ни одну из резолюций ни Генеральной Ассамблеи ООН, ни ОБСЕ, и не выполнила решение Международного суда ООН об отмене запрета деятельности Меджлиса крымско-татарского народа. И поэтому я сейчас уже добавляю от себя, хотим мы или не хотим, но члены вот этих международных организаций, в том числе Совета Европы, должны найти инструменты для того, чтобы заставить в данном случае Россию выполнять взятые на себя обязательства при вступлении в эту организацию. Я когда в своем выступлении я вспомнил первую резолюцию Совета Европы в связи с вторжением российских войск в Крым. И я сказал, что 10 апреля 2014 года Ассамблеей была принята одна из первых ее резолюций, и она называлась «Пересмотр по существенным основаниям ранее утвержденных полномочий российской делегации». Вот в той резолюции, которая была принята 10 апреля 2014 года, Совет Европы тогда не только приостановил ряд функций национальной делегации России, но при этом Совет Федерации, Совет Европы записал себе пункт, я вот сейчас цитирую, это было в апреле 2014 года. Ассамблея оставляет за собой право аннулировать полномочия российской делегации, если Российская Федерация не нормализует ситуацию и не положит конец аннексии Крыма. Слушайте, это было записано 6,5 лет назад. Да, Россия не положила конец аннексии Крыма. Но и ей полномочия возобновили все же в 2019 году. Да, а ей еще и возобновили полномочия. Поэтому, конечно, мы пытаемся таким образом разъяснить делегатам, в данном случае Совета Европы, что ответственность все-таки на нас падает всех, и ее надо, эту ответственность, нести в соответствии со своими полномочиями. Рифат Ага, вот у нас буквально 1,5 минутки. К чему перешли? Мы провели обсуждение, мы, по крайней мере, вот участники со стороны Украины довольны, в общем-то, и тональностью, и ходом, и реакцией всех участников этого заседания. Я, насколько понимаю, алгоритм деятельности институций Совета Европы. Теперь проект резолюции будет рассматриваться на парламентской ассамблее Совета Европы. Çok sağ olun, Рифат Ага. Рифат Чубаров, председатель Меджлиса крымско-татарского народа, был с нами на прямой связи. А сейчас к нам подключился политолог, директор агенції розвитку Приазов'я Константин Батоцький. Він з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Константине, вітаю вас. Добрый день. Да. Ну что ж, мы вместе сейчас послушали председателя Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова, который принял участие на заседании комитета парламентской ассамблеи Совета Европы. Что думаете? Какие ваши идеи, какие ваши мысли после услышанного? Мне очень приятно, что по-прежнему вопрос Крыма находится на таком высоком уровне и в повестке дня международных организаций.
Но в то же самое время мы должны понимать, что, к сожалению, каким-то быстрым эффектом все эти меры и переговоры не приведут. Российская Федерация ожидаемо затягивает рассмотрение каких-либо вопросов по существу, и это их тактика, и, к сожалению, это будет продолжаться, пока не изменится режим Путина. Как вы в целом оцениваете наши позиции в парламентской ассамблее Совета Европы, учитывая, что в 2019 году были возобновлены полномочия Российской Федерации и вице-президентом был избран представитель со стороны РФ? Ну, это такой орган, где очень сложно как-то иметь некое большинство. Позиция стран во многом, как мы видели, зависит от позиции их правительств. Мы помним, что Россию вернули в Совет Европы после активного вмешательства лично президента Франции и канцлера Ангелы Меркель. То есть мы помним, что это было как бы немножко насаженное сверху решение. На парламентском уровне мы можем только усугублять, укреплять связи с своими коллегами, вести межпарламентский диалог и просто не уставать это делать. Это та работа, которую необходимо делать постоянно. И я хочу верить, что у нас найдется достаточное количество депутатов, способных к такой системной работе, чтобы это были в том числе депутаты Украины, а не только представители крымско-татарского народа. Как вы считаете, стоит ли рассчитывать на то, что Российская Федерация будет выполнять резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы, Организации Объединенных Наций и так далее, и промежуточные решения международных судов? Что для этого нужно? Вы знаете, Российская Федерация изменила свою конституцию недавно, где был отменен примат международного права над национальными российскими законами. Это означает, что законы иностранные для России не писаны. И поэтому они не будут выполнять ни резолюции Совета Европы, ни решения международных судов, если эти суды не касаются именно уже арестов имущества, каких-то очень конкретных действий, которые может осуществить иностранное государство на своей юрисдикции. А ожидать, что Россия по своей воле что-то сделает или что можно как-то будет повлиять на Россию, не стоит. Они показали всему миру, что они, собственно, плевать хотели на международное право и доказывают это практически каждый день нарушениями прав человека в Крыму, нарушениями прав человека на Донбассе, ну и своей внутренней политикой, которая тоже полна ужасов, кошмаров, отравлений и всевозможного давления на людей. Да, и при этом, при таком количестве нарушения прав на своей территории, все-таки Совет по правам человека Организации Объединенных Наций избирает Российскую Федерацию ее туда на следующие 3 года. Ну, это коллегиальный орган. Нет инструментов, которые могут Россию как бы исключить полностью из работы ООН. К сожалению, это невозможно. Просто в силу природы того, как функционирует ООН. Мы должны к этим вещам относиться спокойно и методично, продвигать свою позицию, несмотря ни на что. Давайте к следующей, не менее важной, не менее интересной теме. Президент Украины Владимир Зеленский озвучил второй из 5 вопросов на всеукраинском опросе, который власти хотят провести вместе с местными выборами 25 октября этого года. Вчера, напомню, президент спросил народ, готов ли он поддержать пожизненные посадки для коррупционеров, которые воруют в особо крупных размерах. Второй вопрос звучит так. Давайте вместе слушать. Усім привіт! Ми обіцяли всі важливі питання вирішувати разом з тобою. І ми робимо перші кроки на цьому шляху. 25 жовтня на виборчій дільниці ти зможеш дати відповідь на 5 важливих питань. І сьогодні питання номер 2. Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони? Неділя, 25 жовтня. Приходь і вирішуй. Буде так, як вирішиш ти. Бо Україна – це ти.
сегодня ближе к обеду в офисе президента неожиданно озвучили все 5 вопросов, весь список вопросов, которые войдут в всеукраинский опрос. Об этом в комментарии о новом времени сказал советник главы офиса президента Михаил Подоляк. Он также добавил, что по 5-му вопросу еще продолжаются обсуждения. Давайте вместе послушаем остальные 3. Чи підтримуєте ви ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах? Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей? Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300? Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу у медичних цілях для зменшення болю у важких хворих? Чи підтримуєте ви право України на використання безпекових гарантій, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності? Итак, давайте обсудим по очереди. Начнем с 2-го вопроса, который озвучили сегодня. Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на Донбассе? Как вы считаете, сколько людей знают, что такое СЭС и что оно дает? Знаете, я целиком считаю, что эта идея, которую предложил президент, является абсолютно полной чушью. Это чепуха, и это политическая технология, призванная повысить явку избирателей на выборы. При том, что администрация президента должна себе отдавать отчет, что всячески работая на явку людей на выборах, она также абсолютно сознательно своими собственными руками увеличивает риски увеличения количества людей, заболевших коронавирусом. Это первая ремарка. Вторая ремарка, что по сути этого бреда можно сказать, то, что люди, которые живут в Украине сколько-нибудь долго, прекрасно помнят свободную экономическую зону на Донбассе, которая существовала в 90-е годы при президенте Кучмы. Именно в тот период были сколочены... если не ошибаюсь, да, середина 90-х? Это 90-е годы, и именно в этот период были сколочены миллиардные состояния у целой когорты донецких олигархов, именно благодаря существованию этой внутренней черной дыры, внутреннего бесконечного офшора под названием «свободная экономическая зона». Плюс не уточняется, о каком Донбассе идет речь, потому что такого понятия, как Донбасс, в украинском праве не существует. Там было сказано, правда, Донецкая и Луганская области. Хотелось бы, собственно, узнать, о каких частях идет речь, об оккупированных территориях. Если идет речь об оккупированных территориях, каким образом президент Украины и те глупые люди, которые ему советуют делать всякие плохие вещи, собираются исполнять эту волю народа и реализовывать на это решение. Мне непонятно, зачем. Смотрите, по Крыму тоже есть этот закон о свободной экономической зоне. Крым, который активисты уже на протяжении 6 лет, и это было одно из требований активистов гражданской блокады Крыма, отменить, и называли этот закон о свободной экономической зоне предательским. Сейчас мы видим, что офис президента спрашивает у народа, а нужен ли СЭС вообще на Донбассе. У меня возникает вопрос, зачем, почему такие двойные стандарты, к чему это все? И почему бы, например, сначала не организовать свободную экономическую зону хотя бы в Херсоне или в каком-то другом регионе Украины, посмотреть, как это работает? Знаете, сама идея создания свободных экономических зон, она плохая. Потому что нам не нужны свободные экономические зоны для поддержания каких-то территорий. Нам нужны одинаковые правила игры для всех, вне зависимости от статусов, положения и территорий. Нам нужно повышать качество государственного управления и государственных услуг. И это как раз то, чем мог бы заняться президент, имея парламентское большинство и контролируя практически все ветви власти. Потому что, как показывает опыт нашей истории, любое создание свободной экономической зоны — это всегда махинация, это пайка и это вотчина олигархов. И надо быть абсолютно некомпетентным человеком для того, чтобы такую идею выносить на всенародное обсуждение, потому что ценность этого вопроса такая же, как хотели бы украинцы, чтобы дети перестали плакать. Конечно, хотели. Смысла задавать этого вопроса абсолютно никакого нет. Но не кажется ли вам, что это такая
в какой-то степени составная часть приднестровского сценария. Потому что, если помните, тогда Российская Федерация добилась того, чтобы власти Молдовы признали экономическую деятельность оккупированного Приднестровья, и там оформляли документы на экспорт из Приднестровья, какие-то налоги и так далее с территории, которые они не контролируют, они получали, и таким образом давали собирать эти налоги самой же Российской Федерации, в результате чего Россия имеет теперь возможность содержать за счет самой Молдовы эту оккупированную территорию. То есть не кажется ли вам, что на Донбассе воевать против нас будут за наш счет? Ну, мне кажется, что у нас внедрение приднестровского сценария по ситуации на сегодня невозможно в силу того, что слишком глубока рана и слишком много крови пролито в результате этой войны. Это не очень корректно сравнивать количество жертв и боли в двух конфликтах, приднестровском и нашем. Но у нас еще слишком свежая рана для того, чтобы мы могли спокойно, как нация, проглотить вот такую вот идею, чтобы работали предприятия на Донбассе и экспортировали свою продукцию с Донбасса, выдавая ее за украинскую. Я думаю, что президент, наверное, ошибается, мягко скажем, если он думает, что эта идея будет принята нацией. Она будет нацией отвергнута. Давайте еще один вопрос с вами обсудим, который планируют вывести на этом плебисциде. 5-й вопрос очень странно сформулирован про Будапештский меморандум. Что вы поняли с этого вопроса? Я не понял абсолютно ничего. Единственное, что, давайте будем корректны в определениях, это не плебисцит, это социологическое исследование общественного мнения, окей, опрос, которое не имеет никаких последствий и является элементом предвыборного шоу и танцев с бубнами, которые устраивает правящая партия для привлечения избирателей на выборы. Дело в том, что последний пункт Будапештского меморандума гласит, что в результате возникновения каких-либо проблем с территориальной целостностью или безопасностью Украины стороны обязаны использовать механизм консультаций. То есть главы Соединенных Штатов Америки, Великобритании, России и Украины должны провести консультации. Возможно, поскольку этот механизм консультаций не был задействован ранее с 2014 года, не собрались в одном месте ни лидер Великобритании, ни лидер США, ни лидер России для того, чтобы обсудить некие проблемы с безопасностью Украины. Возможно, это имел в виду человек, который продвигает эту идею в администрации президента. Можем говорить, что это Андрей Ермак и его, собственно, ручной попугай господин Подоляк. Ну, зачем задавать такой вопрос? Если есть документ, прописано, консультации, если есть такое право. Мы должны признать, что, к сожалению, нами управляют глупые, необразованные, невежественные дети. Поэтому судить о мотивах их поступков мне не представляется возможным. Я не знаю, почему они это делают. То ли в гороскопе прочитали, то ли монетку кинули. Никакой логики в этих вопросах абсолютно нет. Более того, никакого полезного знания этот опрос не даст. Это, повторюсь, всего лишь предвыборная технология для того, чтобы привести людей на избирательные участки и еще положить пару сотен или тысяч человек на больничные койки по результатам этого чудесного мероприятия. Дуже дякую вам. Константин Батоський, політолог, був з нами на прямому зв'язку. А сейчас к нам присоединилась народний депутат України, фракція «Європейська солідарність» Софія Федина. Пані Софія, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Ну что вы думаете относительно опроса президента Владимира Зеленского? Сегодня стало известно о 5 вопросах. Как вам они нравятся, не нравятся? Нравится ли вам, как они сформулированы?
Ну, я вам скажу так. Тобто, насправді, абсолютно погоджуюся з попереднім колегою, що це є тотальна театральна постановка, що це є фарс, і воно не має нічого спільного із тим, що президент хоче почути людей. Якби він хотів чути, він мав би тільки послухати, що люди про нього пишуть в соцмережах, і почути тих людей, які виходили на акції «Червоні лінії», ні капітуляції, сейф-пост, справі Шеремета і багато інших. Якщо ми говоримо про конкретні питання, це є чергові маніпуляції. І я абсолютно впевнена, що відповіді у них готові. Вони просто намагаються знайти спосіб легітимізувати те, що вони вже давно вирішили, а потім людям під ніс тикати, що ось бачите, це ж народ. То есть это перекладывание ответственности, по-вашему? Прошу? Это перекладывание ответственности, по-вашему? Я думаю, що так, і складання відповідальності з одного боку, а з іншого боку, це є прекрасна технологія інформаційної війни, коли в уста людям вкладається те, що той, хто здійснює інформаційну агресію, хоче отримати в результаті. Тобто нам, по суті, Зеленський дає можливість сказати те, що він хоче і так від нас почути, щоб потім на це ретранслювати в своїй політиці. І страшна річ в тому, от, наприклад, по Донбасу. Чи хочете ви вільну економічну зону на Донбасі? Треба пам'ятати, що Західний Донбас – це є Ростовська область, Східний Донбас – це є якраз Україна. І нас приєднали до Московської Федерації, нам намагаються нав'язати незаконну торгівлю з країною-агресором. Чи що він намагається? По Будапештському меморандуму, це, до речі, теж дуже цинічне питаннячко, як це безперспективне. Якщо ти думаєш, що Будапештський меморандум міг дати хоча б якісь гарантії безпеки, то чому ти Кравчука, який, по суті, сприяв цьому процесу позбуття ядерної зброї, призначаєш переговорником по ТКГ? І це є ті речі, які просто використовуються сьогодні для чергової маніпуляції, але це не має нічого спільного з опитуванням. Плюс це опитування само собою є незаконним. Воно не входить в рамки діяльності ЦВК. Ці бюлетні чи ці папірчики, на них немає ні грошей, ні повноважень. І в результаті ми можемо сказати, що це, по суті, намагається ще одну незаконну річ зробити. Ну, кстати, в офисе президента и подчеркивают, что этот опрос не имеет каких-либо юридических последствий. Вот вы сказали про свободную экономическую зону, ту, которую предложил Зеленский по Донбассу, но у нас до сих пор действует свободная экономическая зона по Крыму. Почему бы народным депутатам не отменить этот закон? Ну, для початку монобільшості парламенту треба елементарно згадати, що Крим існує, і не виключати Крим з переговорного процесу. Тому що, на жаль, 27 депутатів Європейської солідарності не може розвернути країну в тому напрямку, який ми рухалися попередні 5 років, коли враховувалися усі наші суверенні території. Ми крок за кроком робили все, щоб, принаймні, повстання їхнього повернення не зникало з порядку денного держави. Сьогодні у нас всі думають про те, як в очах Путіна побачити любов, як Зеленському там поїсти на передовій, не пригощаючи солдатів, як провести дороги за кошти коронавірусного фонду. Але боюся, що про глобальні питання політики там ніхто не думає. Что вы будете в день выборов делать с этим опросом? Будете отвечать или нет? Я особисто зараз робитиму все, щоб це питання було знято з порядку денного моєї держави і щоб люди максимально проігнорували це. Тому що 1,5 року людей набрили, підвели і підставили, запропонувавши табуретки замість реальних людей, які можуть щось вирішувати в парламенті. Ми, до речі, таким чином вже збили голосування за специфічний референдум під час виборів, які намагалися пропхати на законодавчому рівні в Верховній Раді. Скандал був такий, що це питання зняли з розгляду. І я думаю, що це опитування – це своєрідна заміна ось тому псевдореферендуму, який хотів провести Зеленський під час виборчого процесу. Насправді, це знову ж таки буде збивати людей. Я думаю, що оскільки вже члени команди президента заявили, що це будуть люди від «Слуги народу», які будуть проводити екзит-поли, це одночасно буде знову ж таки додатковий вплив на виборця в час виборів, що є порушенням законодавства. І мені видається, що максимальна кількість людей зараз мали би задати свої питань президенту і вимагати відповіді на них. Дуже дякую вам. Софія Федина, народний депутат України, фракція «Європейська солідарність», була з нами на прямому зв'язку. А к нам сейчас присоединился Леонід Ємець, народний депутат України 8-го скликання. Пане Леоніду, вітаю вас.
Доброго дня. Нагадаю, що із 7-го... Сьомого теж, 7 та 8 скликання народний депутат. Пане Леоніде, як вам вопроси від Зеленського? Нравится? Ну, я відповідь вам дам не як депутат минулих скликань, а як доктор юридичних наук і заслужений юрист України. Власне, Конституція України дуже чітко визначає, що органи державної влади діють лише в межах і в спосіб, визначені Конституцією і законом. Для президента України передбачений окремий розділ, де визначені дуже чітко усі його повноваження, тобто дії, які він має можливість вчиняти. Власне, якщо президент України вчиняє щось інше поза межами цих дій, використовуючи своє службове становище, для цього передбачена стаття Кримінального кодексу України 364, вона називається «Зловживання владою або службовим становищем». Так от, будь-хто може відкрити Конституцію України, побачити, чи є там право президента анонсувати або проводити соціологічні опитування в країні. А в нашому випадку ми бачимо, що його дії обтяжені ще й тим, що він діє чітко в рамках пропаганди за окрему політичну силу, що прямо заборонено Конституцією, українським законодавством. Це політична сила «Слуга народу», яка вже декілька місяців завішує борди нашої країни дуже дивними, як нам здавалося, слоганами, що там Київ це те, Україна це те, потім вирішуєш це те. Але тепер стало зрозуміло, бо президент Зеленський просто повторив всі ці слогани окремої політичної партії «Слуга народу» в своїх виступах, які він ці виступи він здійснював як президент України, анонсував їх як позицію президента України, використовуючи і офіційні канали президента України, і звернення, і, власне, гроші платників податків, які витрачаються на його діяльність як президента України. Тому абсолютно чітко я бачу там як мінімум статтю 364 Кримінального кодексу України. Про інші статті варто працювати над доказовою базою, але я вбачаю, що там не склад не одного злочину в діях сьогодні президента Зеленського. Тобто, це якщо ми говоримо про юридичну складову. А финансовое? А где возьмут деньги на этот опрос? Потому что Разумков сказал, что в бюджете на опрос денег не предусмотрено. Кто заплатит за это? Власне, ця таємниця, вона залишається не розкритою на даний момент. Задавати її можна за очевидною адресою до президента Зеленського, оскільки він затіяв всю цю історію. Сьогодні є основним спікером цієї кампанії. В будь-якому випадку я можу точно сказати, що використання виборчих дільниць або території біля виборчих дільниць для здійснення передвиборчої агітації, це очевидно є передвиборча агітація, бо ці слогани висять на бордах «Слуги народу», слогани цього опитування. Тому якщо опитування буде проводитися десь біля виборчих дільниць, це як мінімум ще й злочин, який будуть вчиняти ті, хто їх проводять, ті, хто їх організовують, ті, хто стоять там на цьому місці, ті, хто будуть брати участь, власне, в самих цих опитуваннях, тому що це є пряме порушення виборчого законодавства. У нас сьогодні передбачені серйозні кримінальні строки за такого роду порушення виборчого процесу. Тобто, насправді партія влади і президент особисто вчиняють злочини і правопорушення по цілому комплексу питань. Навіщо вони це роблять? Що вони хочуть здобути? Очевидно, завдання стоїть не дізнатись думку виборців з абсолютно популістичних питань, на частину яких відповідь може бути не менш популістична, а просто заради того, щоб просто хайпанути на цьому, як вони це називають, і забрати голоси виборців, які, очевидно, виборців, які відвертаються сьогодні від партії «Слуга народу». Пане Леониде, оставайтесь на связи. Сейчас подключим к нашей беседе народного депутата Украины, фракция «Голос» Наталью Пипу. Она с нами сейчас на прямой связи. Пани Наталья, вітаю вас. Доброго вечора. Доброго вечера, да. Что вы думаете относительно вопросов президента Зеленского? Я думаю, що це кремлівський сценарій, написаний в Москві Путіним. Подібні опитування були тільки в Росії і Білорусі. Жодній іншій взагалі жодній демократичній державі це неприпустимо. І коли
коли гарант Конституції хоче витерти в Конституцію ноги, це нічим добрим, перш за все, для нього не закінчиться. Є і відповідальність за посягання на суверенітет, а ми бачимо, що там вже включене питання про Донбас, але також нагадаємо президенту, що це парламентсько-президентська республіка, і якщо парламент вівторок збереться і, наприклад, прийме законопроект, який буде нести відповідальність за такого роду опитування, то в країні буде серйозна політична криза. І, а в чому смисл, власне, я б на місці президента це відкликала. Прошу? Да, в чем смысл, по-вашему, этого опроса, если, как заявляют в офисе президента, он не будет нести каких-либо юридических последствий? Це спроба маніпуляцією громадської думки, перше, там можливість зібрати за свою політичну силу більше, наприклад, натяк про велике будівництво, людина, яка ще не визначилась, кого підтримує, може наштовхнути на те, що йому треба голосувати за слугу народу на місцевих виборах. Це перше. А друге, сподівано, там є питання про Донбас, в якому точно зацікавлений Путін і, відповідно, Росія, про те, щоб піднімати питання, як вигідно їм. Ми ж не бачимо ні процедури, як це опитування буде робитися, ні як будуть підсумки проводитися. Тобто довіри до цього опитування неможливо. То взагалі-то, якщо б президент реально хотів би знати думку народу, то є така наука соціологія. І вже доведено століттями, що вона є правильною. І її достатньо для того, щоб розуміти настрої людей. І вона, я так розумію, зовсім не на руку зараз президенту Зеленському, які підтримують мир в Україні тільки на умовах України. Как будет действовать... Президент пробує маніпулювати. Как будет действовать ваша фракция? Будете ли вы пытаться попрепятствовать реализации этого опроса? Однозначно, ми будемо шукати всі шляхи перешкодити цьому опитуванню і шукати також, можливо, вносити законопроект, який буде визначати за це відповідальність. Є велика ймовірність, що президент хоче такий законопроект заветувати. Тож, кажу, що це може призвести до політичної кризи. Парламент збереться вівторок, дасть оцінку, і думаю, що ми багато знайдемо союзників в залі, які усвідомлюють, що робить президент, і будемо шукати всі шляхи, щоб це унеможливити. Дуже дякую вам, Наталія Піпа, народний депутат України, фракція «Голос», була з нами на прямому зв'язку. Пане Леоніде, от мене інтересує п'ятий вопрос, який звучить так. Чи підтримуєте ви право України на використання безпекових гарантій, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенитету і територіальної цілісності? Що ви поняли з цього вопросу? Я так зрозумів, нас питають про те, чи ми маємо вимагати від Росії виконати умови Будапештського меморандуму, там, де вона обіцяла захищати нашу територію і державний суверенітет від будь-якої агресії. Ну, принаймні, якщо я добре пам'ятаю текст меморандуму, там такі пункти були. Чи які інші пункти цього меморандуму хоче дістати президент Зеленський для обговорення? Бо по великому рахунку ваше питання, воно таке ж саме справедливе, як і в багатьох тих, з ким я сьогодні обговорював цей перелік 5 питань. І, чесно кажучи, саме п'яте з цього переліку – це питання про канабіс. Але я б, чесно, що б я хотів почути, то це відповідь на дуже багато питань, насправді, до нинішньої влади, про те, що сталося з цим вагнерівським скандалом насправді, чи був витік інформації, чи дійсно у нас десь на найвищому рівні працює крот, який зливає самі важливі розвіддані напряму Російській Федерації. Я б хотів би почути відповідь щодо Криму, чому він зник з повістки денної, чому сьогодні все менше офіційна влада згадує про Крим, і чому питання Криму, ніби мені так видається, вони вже викреслили з актуальних для себе питань і для спілкування з Росією, і для спілкування з Україною і з українцями. Для мене це питання залишатиметься завжди актуальним, але я не чую, щоб влада ці питання піднімала. І в цьому переліку я цього питання, принаймні
принаймні формулювання про те, наскільки жорсткою має бути позиція України в цьому напрямку, Ну, я його смотрите, просто не да, бачу. если в этом вопросе заложено следующее, то есть если идет речь про реализацию гарантий, то эти гарантии исполняют гаранты, которые подписали Будапештский меморандум. Тогда каких действий мы ждем по результатам этих опросов от наших гарантов? Каких, возможно, действий они не решились предпринять? Ну, я так понимаю. Ну, а головне питання, яких дій ми чекаємо від наших громадян? Бо питання ж задаємо ми не гарантам, ми ж не їм це Но если говорить о засилаємо. реализации гарантий, то их же должны исполнять гаранты. Правильно? Абсолютно справедливо. Чому ми питаємо наших громадян, що ми думаємо про необхідність виконання гарантами умов меморандуму? Я просто Звичайно, пытаюсь ми найти логику, за. но Ну, не одні ви намагаєтеся, але, очевидно, її там просто немає. Тому я пропоную ставитись до цього опитування як до піар-акції, направленої на те, щоб використати владу президента ним самим заради власних інтересів. Це пряма фабула 364 Кримінального кодексу зловживання владою у власних інтересах. Тут є це зловживання владою і не брати участь у злочині, в якому нам пропонують колективно усією країною поучаствувати. и второй вопрос еще хотела с вами обсудить. Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на Донбассе? Что думаете по этому вопросу? Потому что вот многие эксперты сказали, что выглядит это как попытка легализовать бизнес на Донбассе в украинском правовом поле, чтобы враги начали воевать против нас за наш счет. Я підтримую звільнення окупованих Росією територій від російських військ, від їх найманців, від бандитів і терористів, які мають понести усі разом відповідальність за злочини, які не мають строків давності, це військові злочини, злочини проти людяності. А після того, як ці території будуть звільнені, ми як країна самі абсолютно вирішимо, що там має відбуватися. Вільна економічна зона, звичайна економічна зона. Але це питання далеко другорядне для питання звільнення окупованих територій. І коли це питання задають зараз, ну це приблизно, знаєте, як запитати, а чи підтримуєте ви, щоб сонце сходило щодня і світило на Україну. Ну, питання, звичайно, цікаве, але абсолютно не актуальне. Давайте к следующей теме перейдем. Вчера Украина отмечала День защитника, и президент Украины на церемонии торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Багуна сказал, что надеется, что нынешний режим тишины на Донбассе сохранится и будет постоянным, несмотря на попытки противника сорвать это перемирие. Давайте вместе его сейчас послушаем. Зеленского. Сьогодні 80-й день, як оголошено припинення вогню. І незважаючи на спроби його зірвати, ми маємо надію, що тиша на сході України буде стабільною та постійною. І я завжди підкреслюю, настання в Україні миру не означає, що ми перестанемо дбати про наше власне військо. Навпаки, сьогодні ми зосереджені на максимальному розвитку української армії. Как вы считаете, видит ли президент Владимир Зеленский реальную ситуацию происходящего, учитывая отчет последний СММ ОБСЕ, которая зафиксировала только лишь за 12 октября 15 нарушений режима прекращения огня на востоке України? Ну, власне, тут можна лише зацитувати ведучого Hard Talk Британії, який мав нещодавно, буквально тиждень тому, інтерв'ю з Зеленським, і задав йому те ж саме питання. А Володимир Зеленський почав розповідати про те, що у нас тиша, у нас нікого не вбивають, на що їм той каже, так це ж неправда, там тисячі вже зафіксованих випадків порушення цього перевірки. Тисячі. Чому ви розповідаєте нам, пане президент, всім неправду? І ну, кожен може відкрити це інтерв'ю і насолодитися в лапках реакцією українського президента, де він починає сміятися, він майже звинувачувати ведучого британської дуже поважної передачі в тому, що той майже там порохобот. Ну, власне, трошки сатиристично
виглядає обговорення цього питання, але воно абсолютно не смішне. В плані того, що перемир'я, воно абсолютно не відповідає завданню, яке ми маємо поставити. Саме це завдання полягає в тому, що російські військові мають піти. А якщо вони наступають на нас в різні способи, вони мають знати, що такі їх дії не залишаться безнаказаними. Як в юридичному плані, бо наші юристи мають працювати щодня на формуванні доказової бази військових злочинів Російської Федерації. Кожен постріл має лягати в цю доказову базу. А наші військові мають знати, що їм дозволено на кожен постріл цієї сторони давати свій постріл з нашої сторони, щоб цих пострілів з цієї сторони ставало все менше. А натомість ми що отримаємо? Ми отримаємо варіанти, коли в нас стріляють, ми мовчимо, більш того, нам підпалюють наші ж луги, у нас людські смерті через те, що горить Луганська область, через те, що ми втрачаємо страшні ресурси як держава, намагаючись ці пожежі загасити, хоча причина цих пожеж зрозуміла, це диверсія російських військ. Але пан президент робить вигляд, що цього немає. Як немає і тих тисяч порушень з тієї, як він це називає, сторони російськими військами. Ну, знаєте, це сумно, це неприємно, це бачити від президента України. І іншого виходу у нашої держави захистити наші інтереси, аніж як поставити питання руба про те, чи відповідає наш президент інтересам нашої країни, ну просто не існує. Тому а как вот вам видится, по какой стратегии сейчас действует нынешнее украинское руководство в вопросе урегулирования войны на востоке Украины? То есть как они видят сейчас перемирие, о котором они говорят, которое длится уже 80 дней, а что дальше? Как они планируют дальше развивать эту ситуацию и разрешать эту войну? Вам очевидно, видится, стратегії тут я бачу. У них може бути дві. Перший варіант лайт, коли вони просто тягнуть резину і не приймають жодних відповідальних рішень на даний момент. І стратегія не така лайт, це коли там дійсно працює крот, який не просто здає наші інтереси, нашої розвідки, як це було з вагнерівським інцидентом, що там працює чітка колаборація з російським агресором, метою якої є руйнування української держави, передача влади в українській державі так званим представникам руського міра через формування відповідної політичної картинки, через формування підтримки цьому руському міру і приходу їх до влади через абсолютно демократичні вибори, наступні парламентські і президентські. Якщо ця колаборація існує, в українського народу не залишається іншого варіанта, ніж як відкрити Конституцію і згадати, що стаття 3 там говорить про те, що ми є джерелом влади в цій державі, а не люди, які займають відповідні крісла. Дуже дякую вам, пане Леоніде. Ваш синочок ззаді уже там заскучал, пока его отец дает. Сашуня, привітайся за Да он с нами уже несколько раз уже нас приветствовал. Привет, да, спасибо большое, пане Леониде. Леонид Емец, народный депутат Украины 7 и 8 созыва, был с нами на прямой связи. Ну а мы переходим к следующей теме, к Нагорному Карабаху. Там боевые действия продолжаются. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о освобождении еще 8 поселков на южном участке фронта. А руководители Армении и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики признали, что противник за время перемирия смог продвинуться вперед. Так, Министерство обороны Азербайджана объявило, что азербайджанские военные нанесли удар по дальнобойным ракетных установках «Эльбрус», которые якобы готовились обстрелять азербайджанские города с территории Армении. Это не подтверждается ни с той, ни с другой стороны. Также не подтверждается и очень разнятся цифры о раненых и убитых, что с одной, что с другой стороны. Сегодня, как стало известно, из уст премьер-министра Армении Никола Пашиняна в ходе обращения к нации он сказал, что армянские войска отступили в Нагорном Карабахе на 2 направлениях в ходе обострения конфликта с Азербайджаном. Давайте вместе его сейчас послушаем.
За 18 днів бойових дій наші героїчні війська трохи відступили на північному і південному напрямках. Противник поміняв свою тактику диверсійними групами, намагаючись посіяти паніку в тилу. Армія оборони Карабаху тримає під контролем ситуацію, завдаючи противнику важких втрат в живій силі і техніці. Сегодня также с видеообращением выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он сказал, как война в Нагорном Карабахе изменит ситуацию в регионе и в мире. Вот что он сказал. Давайте послушаем. Після війни в Карабасі зміниться не тільки регіон, а й світ. Вже змінюється. Кожен побачив нашу силу. З нами будуть рахуватися вже на більш вищому рівні. Роль Азербайджану в регіональних питаннях ще більше посилиться. Турецько-Азербайджанський союз ще більше зміцниться. Це життєво важливо як для Азербайджану, так і для Туреччини. Заступник міністра палива та енергетики України 2008-10 роках Бурза Алиев з нами зараз на прямому зв'язку. Селям алейкум, Бурзбе. Алейкум ассалам. Сегодня Ильхам Алиев объявил об освобождении еще 8 поселков. Что это за поселки? Какая у вас есть информация? Вчера освободили 8 населенных пунктов. Это Физулинском и Физулинском направлении, скажем. А сегодня освободили еще 6. Суммарно это около 50 сел и один именно районный центр. И 2 районных центра практически окружили. Я думаю, что это вопрос времени. Ну а вот сегодня информация о 3 освобожденных селах, правильно я понимаю? 6. 6, да. А что это за села? Это они и располагаются, как предыдущие, вот мы знали, именно в буферной части или же уже на территории Карабаха самого? Ну, это все Карабах. Есть Нагорный Карабах, есть Нагорный Карабах. Нагорный Карабах раньше входил в состав Азербайджанской ССР, за которого вот армяне говорят, что это наша земля. А те, кто населенные пункты, которые сейчас освобождаются, они никогда не входили в состав Нагорного Карабаха. Они воюют практически за те территории, которые азербайджане изучали. Верните, это 7 районов. И отложим вопрос статус Нагорного Карабаха на будущее, после того, как туда вернутся больше 1 миллиона азербайджанских беженцев. На что армяне согласились в 97-м и в 99-м году, в 97-м они свернули Левона Кирпеткосяна, а в 97-м вошли просто в парламенте, расстріляли премьер-министра, председателя Верховного Совета и еще 8, по-моему, депутатов прямо в парламент Армении. Как вы считаете, почему перемирие, гуманитарное перемирие, о котором договорились главы МИД Армении, Азербайджана и Российской Федерации, нет? Я думаю, что Азербайджан сделал правильные выводы, знает цену вопроса перемирия, который договаривается с Россией. Вы помните наш Дебальцево, когда украинская делегация сидела в Минске, и наших воинов взяли в кольцо и заставили тогдашнего президента Петра Порошенко подписывать Минские соглашения. То же самое они планировали в Минском направлении. Но у них ничего не получилось. Они ждали 11 часов, ждали, что круг замкнется. Наоборот, они потерпели поражение. Я думаю, что в этом заслуга именно азербайджанских вооруженных сил. И когда у них не получилось, а цель была именно конечная цель, чтобы Азербайджан подписывал соглашение, согласно которому в Нагорный Карабах вводится контингент миротворческих сил Российской Федерации. У них это не получилось. И, естественно, Азербайджан просто сделал выводы, чего стоит. Первый раз договаривались при посредничестве Ирана, когда мы потеряли Шушу. И несколько раз после этого договаривались с участием именно российские Министерство иностранных дел, там российский министр обороны включался. Но не получилось именно по вине Армении. Они
тут договариваются о перемирии, а тут же и контратакуют. Ну, естественно, азербайджанская армия очень высокопрофессиональная армия, которые оснащены самыми современными видами связи и вооружений, пересекли это. Поэтому они начали стрелять с территории Армении уже баллистическими ракетами. Кстати, вот очень интересный момент. Вчера впервые Азербайджан ударил именно на территории Армении, Да. впервые уничтожил баллистические ракеты, но перед тем, как уничтожил, он долго снимал именно с воздуха, как сопровождали наши беспилотники этих ракет. И когда они уже готовы были запускаться, тогда ударили. И это продемонстрировали всем представительствам иностранных государств, которые находятся на территории Азербайджана, и доказали этим, что Азербайджан имеет право на самозащиту. И поэтому России опять нету козыря вмешиваться. Давайте подключим к нашей беседе сейчас Александра Ауліна, президента Украинского центра исламоведения. Он с нами сейчас на прямой связи. Пане Олександре, вітаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган опроверг утверждение об участии бойцов умеренной сирийской оппозиции в боях на Горном Карабахе. Он сказал, что Турция не скрывает своей готовности оказать посильную помощь Азербайджану, однако почему-то никто не задается вопросом о поддержке Армении со стороны государств, входящих в Минскую группу ОБСЕ. Давайте послушаем вместе сейчас Реджепа Тайипа Эрдогана. У Анкари немає і не було подібних планів. Ми готові надати посильну допомогу братньому Азербайджану. Що ж стосується сирійських бійців, у них є чимало роботи і на своїх землях. Їм нема чого направлятися на Південний Кавказ. Также в среду по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Давайте послушаем, что говорится в их сообщении. Детально обговорено ситуацію в зоні Нагірно-Карабахського конфлікту. По обидва боки підтверджена важливість дотримання гуманітарного перемир'я, домовленість про яке була досягнута 10 жовтня в Москві. Володимир Путін і Реджеп Таїп Ердоган виступили за активізацію політичного процесу, зокрема на основі напрацювань Мінської групи ОБСЄ. Пане Олександре, как вы считаете, насколько далеко может зайти Турция в поддержке Азербайджану? Турция обязана зайти в этот раз далеко. Почему? Потому что вот это действия, которые сейчас получились политические, они могут помочь Турции получить статус надрегиональной державы. То, к чему она стремится, и то, чем она занимается последние несколько лет. То есть Турция будет идти, мне кажется, достаточно далеко может зайти в своей поддержке Азербайджана. Да, а как будет проявляться эта поддержка? Ну, дело в том, что, скорее всего, речь будет идти здесь не только о роли Турции, нужно рассматривать еще и роль России в этом конфликте и в нивелировании последствий от этого конфликта. И, скорее всего, будет идти договоренность между Россией и Турцией, от этого будет очень много зависеть, насколько будет длительным этот конфликт, насколько он будет ожесточенным. О чем может договориться Турция с Кремлем, Реджеп Тайип Эрдоган с Путиным? Обычно, когда, скажем, третье государство принимает участие в умиротворении сторон, да, в конфликтах серьезных, военных, то эти государства как бы получают особый статус. Обычно этим занимаются великие державы. Это то, что хочет получить Россия. Она хочет подтвердить свой статус великой державы. И державы, те, которые стремятся к лидерству, к региональному, к надрегиональному. То, что хочет получить Турция. Бурзубей, что скажете? Я думаю, что тут, естественно, есть свои интересы. Я думаю, что тут надо посмотреть еще вот по поводу того, что этим летом должны были запуститься 2 газопровода. ТАП и ТАНАП. Это трансадриатические и трансанатолийские линии. Если посмотреть вот в 2015 году, Турция получала от «Газпрома» 55%, от «Сакара» 12%.
А в этом году уже этот баланс изменился в сторону Сакара. Сакар поставляет в Турцию 34% от общего объема, а «Газпром» поставляет уже 24%. Также есть интересы европейских стран. И не зря именно российский помощь, если вы помните, да, там как в Донбассе была, гуманитарная помощь России в Донецк. Это именно гуманитарная помощь оказалась сейчас на границе Грузии и Армении, поймали и прекратили поставки именно гуманитарной помощи, потому что это было военного назначения. Эти гуманитарные помощи вот, в виде баллистических ракет, они несколько раз пытались именно ударить по газопроводу. Но слава богу, что у Азербайджана есть современная система ПВО, которая куплена за военный бюджет, сбила эту ракету. Ну, надо посмотреть еще вот именно с экономической точки зрения. Помимо того, что Турция действительно надежный союзник, военный союзник Азербайджана, еще у Турции есть чисто экономические интересы в этом регионе. Мгм. Но помимо экономических интересов, пане Олександре, разве Турция не имеет права защищать также близкие себе в историческом плане народы, такие как Азербайджан? Это вообще, в принципе, это вообще практика. И во многом Первая мировая война тоже началась, когда Российская империя попробовала защитить близкий себе народ сербов. Как вы считаете, То есть, Мгм. Да. да, я слушаю ваш вопрос, да. Мгм. Как вы считаете, по Крыму, в случае чего, Турция будет оказывать такую же поддержку, которую сегодня оказывает Азербайджан? Но Турция и так оказывает, мне кажется, достаточно серьезную поддержку крымско-татарскому населению. Против него сейчас в Крыму в отношении его мы видим репрессии определенно со стороны Российской Федерации. И турецкая позиция, она всегда была четкая и однозначной по этому вопросу. На днях в Турецкую республику с официальным визитом поедет президент Украины Владимир Зеленский. Чего вы ожидаете от этой встречи? Но, насколько я слышу, это будет заключение очередных соглашений о военном сотрудничестве, военно-техническом. Ну, я хотел бы Да, что будет добавить. предусматривать это военное сотрудничество? Можете раскрыть подробнее? Ну, видите, сейчас Турция сделала огромный шаг вперед в военной технике, и об этом мы стали свидетелями, в том числе и во время Карабахского конфликта, достаточно успешных действий турецких беспилотников, байрактаров и остальных. И Украина уже как бы заключала предварительные договора. Я думаю, что в этом направлении как раз и будет развиваться сотрудничество двух стран, потому что Украине также необходима такая же техника передовая, как вот турецкие беспилотники сегодня. Бурзуби. Да, я хотел бы вот о чем говорить. Когда я слышу по украинским средствам массовой информации, что ну, как бы нас ставят одинаковые площади, одинаковые агрессора и страна, которая всегда поддерживала территориальную целостность Украины, в отличие от Армении, ставить в один ряд, это, естественно, обидно. Но если Азербайджан освободит, а в этом у меня сомнений нет, свои земли, потому что распад Советского Союза начался именно с Карабаха. И я надеюсь, что распад Российской империи тоже начнется с Карабаха. Но если Азербайджан освободит свои земли, это будет хорошим примером, в том числе и для Украины, для Молдовы, для Грузии, и в том числе и для Крыма, и для Донбасса. В этом плане я, опять же, призываю всех украинских патриотов однозначно поддерживать позицию Азербайджана. Сегодня к этому призвал Мевлют Чавушоглу, он обратился к тюркоязычным народам и странам и призвал быть солидарными с Азербайджаном. Вот у меня какой вопрос возник. Какова вероятность того, что Азербайджану в ближайшей перспективе удастся деоккупировать свои территории? Пане Александре, как считаете? Я хотел бы повториться, что это будет зависеть многом от переговорного процесса, который будет проходить с участием Турции и Российской Федерации.
насколько это достаточно большой геополитический вопрос, мне кажется. Это одна из точек напряженности, которые были созданы на территории бывшего Советского Союза. Это, мне кажется, как бы является одним из элементов стратегии Кремля. И это очень важно для них, такие вот точки, чтобы они сохранялись. И насколько будут дальнейшие события развиваться, все-таки будет зависеть от этих стран. Они будут обязаны достаточно сильно, хотя бы в дипломатическом плане, вмешаться в эту ситуацию. А есть ли какие-то экономические интересы у Турецкой Республики, из-за которых Турция может отказаться от поддержки Азербайджана и все-таки выбрать свои экономические интересы? У Турции с Россией достаточно широкий круг общих экономических интересов, начиная от строительства в Турции атомной электростанции Аккую стоимостью проекта около 20 миллиардов долларов, до очередных газопроводов, до сотрудничества на территории ближневосточных стран, там, где происходит. Но если Турция стремится стать надрегиональным лидером, она в том случае, если она откажется от поддержки Азербайджана, от своих уже обозначенной политики, твердо обозначенной, она просто может потерять свой политический вес, потерять свое политическое лицо. Какая может быть реакция у турецкого народа? Самое У негативное. турецкого народа? Мгм. Алло. Бурзубей. Вы меня Да. спрашиваете? Да. Алло, пане Олександре, чуєте? Я слушаю вас, да. Да, относительно Повторите, пожалуйста, вопрос. относительно реакции турецкого народа в случае, если Эрдоган выберет экономические интересы с Российской Федерацией. Но мне сложно говорить о том, как отреагирует турецкий народ, но что-то мне подсказывает, что реакция будет негативной. Бурзубей. Но помимо населения действительно можно сказать, что 99,9% поддерживает Азербайджан, потому что это один народ, две государства. Это действительно так и есть. Мы и есть азербайджанские тюрки. Помимо этого, я думаю, что Эрдоган все-таки, как показывала история, если он что-то говорит, он делает, человек дела. И он однозначно сказал, что в этой войне мы до конца рядом с азербайджанским народом. И я надеюсь, что именно участие Турции преувеличено в данном случае, оно как бы нейтрализирует вмешательство России. Если 90-е годы Россия напрямую поддерживала Армению, сейчас она вынуждена согласиться еще в связи с тем, что вот в мире, что происходит, да, вокруг России, Белоруссия, Киргизия, в самой России сколько может возникнуть таких Нагорных Карабахов, чуть ли не 5-6 таких Нагорных Карабахов сепаратизм может появляться, если Россия открыто будет вмешиваться в этот конфликт. Поэтому Турция, я думаю, что однозначно 100% будет до конца рядом с Азербайджаном. И не только Турция. Об этом сообщили и Пакистан, об этом говорит и Израиль, об этом говорит и Венгрия. Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана, Грузия и так далее, и так далее. Вообще-то международные законы все на нашей стороне. Мы воюем на своей земле, и мы хотим освободить свои земли от захватчиков. Тут все понятно. Кроме Армении никто это не хочет понять. Даже та же Россия есть один из 3 председателей Минской группы ОБСЕ, которые четко делали заявление еще где-то 7-8 лет тому назад. Статус-кво неприемлем. Что это означает? Это означает, что надо дать Азербайджану эти 7 районов, 5+2, взамен на будущий статус Нагорного Карабаха
в составе Азербайджана. Вот, кстати, многие эксперты, комментируя будущее всего происходящего и возможные сценарии развития, говорят, что азербайджанская армия дойдет до какой-то определенной точки, освободит ряд населенных пунктов, и дальше будет прекращение огня, будет возобновлен переговорный процесс. Вот что вы думаете по этому поводу, или все-таки азербайджанское руководство пойдет до конца? Не, я думаю, что даже сейчас параллельно идет переговор. Но я вот прогнозировал, что никакой перемирия не будет, потому что мы знаем цена вопроса российских договоренностей. Но другой прогноз. Я думаю, что в ближайшее время, это может быть месяц, если пойдет вот дальше по такому сценарию, да, в Армении все-таки найдутся нормальные, прагматичные руководители, сбросить этого Пашиняна, который действительно он очень похож на неадекватного человека, поставить туда прагматичного руководителя и зададут себе вопрос, зачем отправить наших сыновей на чужую страну, на чужую землю, изначально на смерть. Потому что все уже почувствовали разницу в классе, можно сказать, что азербайджанская армия и та армия, которая воюет против нас, армянская, это армия 20 века и 21 века. И я думаю, что в ближайшее время в самой Армении будет определяться, с кем договариваться Азербайджан. Пане Олександре, и резюмируя, как дальше будет действовать Турецкая республика, Реджеп Тайип Эрдоган? Он также будет продолжать жестко стоять на своем и на своей однозначной позиции. Я думаю, что будет однозначно стоять жестко на своей позиции и в то же время вести активные переговоры в рамках гарантов, скажем, безопасности, которые могут быть активные переговоры с участием Российской Федерации. Çok sağ olun, спасибо вам большое. Александр Олин, президент Украинского центра исламоведения, и Борзо Алиев, екс-заміститель міністра палива та енергетики, були з нами на прямому зв'язку. Çok sağ olun. Ну а я вынуждена, к сожалению, завершать этот блок. Мы прерываемся ненадолго, всего лишь на 5 минут. И далее в этой студии на крымско-татарском языке мы продолжим наш эфир. Корушкенче, Сайглар Хадышлар.